Я родом с Саратовской области, город Красноармейск такой там есть, небольшой город. Он чем-то напоминает нашу Эжу, где вот я сейчас проживаю. Я там практически прожил до 21 года. Встретил здесь свою супругу Ирину и вот живу уже здесь много лет. Когда я уезжал в Саратовскую область, там тоже было уже казачество, но как-то вот меня тогда никак это не трогало. Хотя корни у меня тоже казачьи, по деду, они уральские. И нас пригласили в ансамбль «Вольница», мою дочку. Она мне пела хорошо, младшая дочка. Вот. И я ее привел туда на занятия. Руководитель посмотрел и говорит, может быть, тоже к нам. И вот я начал петь в этом коллективе казачьем «Вольницы», народный ансамбль казачьей песни «Вольницы». Я в нем уже пою 20 лет практически. Вот. И это казачий дух, который через песни меня еще раз так сподвиг. Мы с ребятами собрались у нас в Эжве и организовали станицу Слободскую. Это в 2009 году мы собрались, а в 2010 мы уже станицу Слободскую зарегистрировали. Вот меня избрали атаманом особого северного казачьего округа. Оставаясь атаманом станицы Слободская, особый северный казачий округ. Мы каждый год в декабре месяце собираемся на большой круг, проводимый Союзом казаков-воинов России и зарубежья в Москве. Где-то порядка 500 человек собирается, это только атаман. У нас приезжают туда из Канады, из Австралии, из Венесуэлы, из Германии, из Финляндии, Киргизия, Украина, то есть и дальние, и ближние зарубежья. Собираются атаманы, обсуждаем вопросы и централизуем вот нашу работу. Но так как сейчас политика больше идет о том, чтобы казаками нести государственную службу, также нами было принято решение регистрировать общество. По большому счету мы не шайка разряженных ребятишек, а мы действительно ведем работу. И, по-моему, в 2017 году я еще, будучи в 5-м созыве, по-моему, общественной палаты, мы выезжали в Зеленец, и там я познакомился с замечательными такими ребятами, патриотами, клубом «Веркой». Там ее возглавляет Евгений Александрович Напалков. Вот. И мы как-то так заговорили, а потом начали делать совместные проекты. И на данный момент, вот сейчас у нас уже сколько, 2-й год, наверное, идет, мы создали объединение «Достойное поколение». В это объединение вошли вот этот клуб «Веркань», офицеры России, казачество наше вошло. Работы очень много. Мы проехали, наверное, в 2020 году проехали практически все муниципалитеты, которые здесь находятся. Проводим полевые сборы. У нас план нашей организации Союза казаков-воинов России. Он прописан на весь год. И мы вот в прошлом году писали одни полевые сборы, но так как мы их провели достаточно очень интересно, мы их провели трижды. Вы знаете, по большому счету, казаков ведь именно родовых в республике ведь очень много. И как бы ни говорили, откуда вы здесь взялись или прочее, сами знаете, что республика, она и всесоюзные стройки, и шахты, и прочее. Людей-то ведь очень много приезжало. Я уж не говорю о ссыльных, это тех временах. Поэтому казаки есть. И иной раз разговариваешь с человеком, он говорит, да у меня вот тоже казачья, там есть кровь. Я говорю, это очень хорошо, я говорю, я приветствую это дело, но если вы хотите, дальше сидите на печи. Казаки ведь это те люди, которые в те дальние времена, да, они отправлялись все на границу. Они, конечно, пограничники были. Но сейчас границы ушли настолько далеко, что вот эти исконные казачьи земли, они остались как бы в центральной этой России и больше здесь, да. Но наша ведь сейчас задача даже, может быть, не на границах. На границах-то хватает сейчас и пограничных войск. Наша задача сейчас все-таки смотреть внутри. Потому что паразитов, пятых колонн этих достаточно. И я обращаюсь ко всем. Те, которые казачьего рода, которые разделяют наши казачьи традиции, хотят тоже быть вместе с нами, заниматься этими же делами. Мы приглашаем всех в наше общество. И так, чтобы не вводить вас в заблуждение, вы становитесь членами казачьего общества. Казаком, я говорю, надо родиться, казаком надо быть и им стать. Вы знаете, я, конечно, по России не так много поездил, как так получилось, что я в армии больше вообще по миру поездил. А вот здесь
Я большую часть, кстати, прожил здесь, уже в Республике Коми. Вы знаете, мне чем близка моя родина, родина навсегда одна. И там вот эта река Волга. Вы знаете, это дорого стоит смотреть на Волгу. Там вечером или утром, или во время шторма даже, она все равно прекрасна. Но вот приехавший сюда, вы знаете, я, наверное, уже на родину не вернусь. Я приезжаю, у меня, слава богу, мама еще живая, ей 85 лет было в прошлом году, мы отмечали ей юбилей, у меня там брат, сестра. Вот. Но Республика Коми, вы знаете, она уже, наверное, вот здесь. Но вот на родину я езжу каждый год. Мне хватает вот этого месяца. Меня все равно тянет сюда. Вот этот лес. И еще что скажу. У меня папа, он был здесь всего один раз, уже буквально такие в 70 лет я его сюда привозил. И выйдя в комнату, я не нашел, думаю, куда же он потерялся. А раннее утро, что-то часов 6 было. Он стоял на балконе и смотрел у меня с балкона просто вот Парма. И он с таким удовольствием смотрел на этот лес, он говорит, я очень сильно люблю лес. А мы-то там жили, у нас там степи, луга. Вот. И отец очень так бережно всегда относился и к деревьям, и к пиломатериалам, к этим. У него там никогда не валялось ни дощечки, ничего, все так было сложно, аккуратно, все на месте. И вот он смотрел на этот лес, он просто восторгался им. Лес красивый у нас, зверей очень много, и это интересно. Я почему говорю, я вот охота, да, и мне сказали, что начнешь охотиться и забудешь про рыбалку. Охота, она больше заманивает, ничего подобного. Как-то вот птичку еще ходил, охотился, а вот на крупного не было желания. Мне вот рыбалка, да, замечательно. Я настолько свыкся вот с этой природой, с нашими этими реками, с этими людьми, которые здесь проживают. Ведь по большому счету люди здесь многонационально проживают, да, и у нас вот нету таких, как бы сказать, конфликтов. У нас даже в Саратовской области были такие вещи, когда чуть ли не воевали между собой, там разные диаспоры там, и прочее. Не знаю, здесь, может быть, как-то более рассудительно, там быстрее говорят. Мне кажется, там мысли иногда опережают, что во мне тоже осталось. Вернее, язык опережает мысли. Вот, здесь более как-то рассудительно, медленно и так все как-то продуманно и не торопясь все это делается. Опять же, я говорю, что еще нравится, но многонациональное. И вы знаете, даже вот район, если где-то берешь, там у всех говор, а у нас говор здесь, в Республике Коми, если, конечно, вот не с поселка, который у меня приезжают ребята, которые постоянно общаются на своем там коми языке, а вот так говор настолько чистый, что и москвичи отдыхают по сравнению с нами, да, вот проживающими здесь, в республике. И с другими не сравнить. Более чистый такой разговор. Еще так как я очень люблю рыбалку, охоту, больше рыбалку. И уезжаешь, вот мне тоже нравится то, что здесь, у нас там такого нету. Вот изба стоит, значит, если ты зашел в нее, там вот у тебя, ты можешь там и покушать, и попить, поесть, за собой порядок навел. Если продукты остались, оставил. То есть здесь, если не приведи Господь, где-то заблудишься, так выйдешь на избу, ты не пропадешь. Да, конечно. Я же почему и говорю, я вот уезжаю туда, приезжаю сюда, по большому счету это родная, это дом. И здесь, хоть у нас родственников практически нет, у меня здесь только вот у супруги мама проживает, но мы уже здесь приросли. И причем, вот честно признаюсь, не знаю, почему там мой женский район считают как-то так вот немножко отдаленным, мне в нем гораздо уютнее. Я не люблю мегаполисы. Мне очень комфортно, очень уютно в Ижинском районе. Цакан Аршавирович – это региональное отделение армян России. Вот я думаю, что он с удовольствием примет эту эстафету. И тоже ему есть о чем рассказать. Он очень давно тоже проживает в республике. Человек очень интеллигентный, грамотный. И я думаю, что он тоже может очень много вам рассказать.